Быстрее, выше, сильнее. Этот лозунг, этот девиз знаком не одному поколению людей, ведущих спортивный и здоровый образ жизни. Сегодня это как никогда применимо к одному из самых зрелищных, интересных и даже, может быть, в чем-то экстремальных видов спорта – к скалолазанию. Друзья, мы находимся на скалодроме Дахсун, самом светлом, самом большом, самом современном скалодроме в республике Саха-Якутия. Канал Якутия-24, передача «Испытано на себе». Что ж, испытаем. Испытано на себе. Итак, мы готовы к испытанию скалодрома, но в первую очередь, конечно же, нам нужно познакомиться с хозяином, можно сказать, с хранителем этой стены глобальной, с Олегом Сайфуллиным. Олег, добрый день. Здравствуйте. Скажи, пожалуйста, вот как только заходишь, этот скалодром поражает своими размерами. Насколько он по российским, по международным размерам велик? Насколько он крупен для Якутии? Что вообще из себя он представляет в двух словах? Скалодром достаточно большой, действительно. Таких скалодромов в России в районе 10. Таких вообще, чтобы это было все в совокупности, и боудеры, и трудность, и скорость. Вот. Есть второй момент. На Дальнем Востоке это единственный скалодром такого уровня. Да. И он отвечает всем международным требованиям. Здесь уже проводились международные соревнования. То есть здесь можно проводить любые соревнования любого уровня. Само помещение позволяет, то есть нужно просто разграничить его в зонах изоляции и все. Я слышал, здесь проводился чемпионат, Дети Азии проходили здесь, на этом скалодроме. Да, это международный. То есть мы в этом году, в том году, получается, мы вошли как демонстрационный вид под некоммерческой организацией помощи олимпийцам. Мы построили скалодром, нам помогли Федерация скалолазания России. И, соответственно, это стало реальным для того, чтобы провести пробные игры Дети Азии. Вот у нас команд немного, к сожалению, заявилось из не России, но тем не менее мы получили грандиозный опыт, мы получили большой скалодром, и все, в принципе, довольны. Дальнейший путь пока неизвестен, потому что не во всех городах, где будут игры, будет стоять скалодром, поэтому основные программы пока не включаются. Прекрасно. А вот такой вопрос. Сейчас он открыт для посещения обычным людям или здесь проходят тренировки профессионалов, специалистов? Может ли простой человек прийти и позаниматься скалолазанием на этом скалодроме? В ближайшее время может, то есть, мы сейчас на фазе заключения договоров, и дальше все это возможно будет. То есть объявится реклама, объявится прайс, все. Пока что, к сожалению, занимается только сборная, потому что они опытные, они редко, так сказать, с ними меньше проблем, и поэтому... Они уже все знают, ко всему да, готовы. И буквально, надеюсь, через недельку мы будем открыты для всех желающих. Друзья, вот видите, у нас с вами есть эксклюзивная возможность опробовать то, что сейчас недоступно массовому потребителю. Мы испытаем на себе скалодром, на котором занимаются профессионалы. Я не знаю, сможем ли мы это сделать, смогу ли я это сделать, но надеюсь, что под руководством опытнейшего тренера что-то получится. Олег, наверняка перед выходом на трассу необходимо провести какие-то подготовительные упражнения, может быть, разогреть мышцы, разогреть руки. Что базовое мы можем сейчас сделать, чтобы подготовить организм? Да, у нас есть специальная разминка, мы вкратце пройдем, потому что наши руки будут сегодня испытывать большую колоссальную нагрузку, которую они испытывают в обычной жизни, и накачать их, к сожалению, невозможно. Так. Вот, поэтому и начнем мы с обычных упражнений, потихонечку вот. То есть сначала мы немножечко отрываем пяточки от пола, это нужно для того, чтобы высоко подниматься нужно. Мы будем лазать с помощью ног в основном, поэтому чтобы наши мышцы активировались. Делаем аккуратненько наклон игры влево-вправо, вперед-назад. С одной стороны шея не работает, но когда руки напрягаются, шея включается. И начинается растяжка в районе шеи. Да, потом ее защемляет, и люди спускаются с болью. Закончили. Аккуратненько. Вращаем прямые ручки назад. Ручки в локтях стараемся не сгибать, просто чуть-чуть назад. То же самое вперед, локти прямые. Закончим.
локти на уровне плеч, круговые вращения в двух суставах. Сейчас плечи это включатся. похоже, да, на общефизические упражнения, которые делаются в школах, в садиках, и дома каждый может это делать. То есть нет какой-то особой сложности пока. Есть вот как бы момент, то есть мы сейчас поднимаем локти, когда это делаем побольше, у нас плечи начинают включаться в работу, тем самым начинают, закончили. Ручки в замочек, локти плотно прижаты, круговые вращения лучше запястным ставить. Вообще, у меня общеразвивающие упражнения все подобраны для того, чтобы это все функционально влияло на дальнейшее развитие. То есть нет особо специфических каких-то там Они есть немножко, прыжков, но для базовых занятий этого достаточно. Да, конечно. Локти в стороны. Сейчас, наверное, можем опуститься на пяточки, хватит уже. Сейчас мы будем делать специфичное упражнение. Сжимание, разжимание фалангов пальцев. Нужно, чтобы с первой фаланги наши пальчики согнулись в полный кочечек и полностью выпрямились. Да, то есть все, ручки перед собой, сжимаем, разжимаем. Важно смотреть, чтобы они полностью сгибались и полностью разгибались. Таким образом мы подогреем наши суставы, приведем их в рабочую форму и не дадим им в дальнейшем травмироваться. Надо сказать, что это не совсем типичная нагрузка. Ты правильно сказал, что, видимо, в обычной жизни такая нагрузка встречается крайне редко. Ручки в стороны. Посмотрим, насколько То есть это обычно у ребят, которые первый раз приходят, через буквально полминуты начинает гореть предплечье, и уже пальцы выпрямлять становятся тяжелее. Ручки наверх. А спортсмены-скалолазы могут там в районе 2 минут спокойно стоять, делать им хорошо. Упражнения. Ручки вниз продолжаем делать. Да, возможно, я узнаю о существовании таких мышц в моем теле, о которых раньше не подозревал, но это может быть даже хорошо, потому что все мышцы должны работать без исключения. Наверняка такие есть. Так, давай садимся в боковой выпад. Есть еще одно хорошее упражнение, которое много кто делает. Стопы стараемся оставлять параллельно друг другу. И теперь аккуратненько, с помощью переката, стараясь наверх не подниматься и не отклячиваться, меняем ножку таким вот перекатиком. Оп. Что-то типа такого, да? Да. Просто в скалолазании очень много движений зависит от таза, и когда он зажатый, очень тяжело становится. То есть таким образом мы раскрываем таз, чтобы у нас были суставы, мышцы готовые к... Да, мы добавляем ему подвижности, поэтому это очень важно. Если вы сейчас слышите какой-то хруст, это хрустят мои суставы, друзья. Давай, достаточно. И давай еще одну. Чуть-чуть. Прекрасно. Еще одну. Пяточки прижимаем, стопы плотно прижаты. Но пятки не обязательно на пол ставить. Нет, они наоборот должны быть оторваны, пяточки. Должны быть оторваны. Соединяем их, они должны быть прижаты. Пяточки прижимаем, коленочки соединяем, выравниваем их параллельно полу и просто пытаемся сидеть. Ага. Пожалуй, это одно из самых сложных упражнений, потому что здесь хочется поработать для баланса ногами, руками. Если у нас сильный голеностоп, сильные нижние мышцы ног, то сидеть комфортно. Как только не будет расходиться. Да, как только они нестабильны, ножки хотят раздвинуться, увеличить себе опору, и пяточки там, либо коленочки, и мы начинаем мышцы устают, нас начинает трясти, мы приходим в дисбаланс. Все верно. Вот, то есть это показатель того, насколько сильные мышцы стопы, да, и голеностоп весь. Лучше не вставать, садимся на пол, ножки перед собой вытяни, хотя бы по одной. Так вот. Все. То есть давай на этом разминочку мы закончим. Разогрев действительно сказочный. Я думаю, что этого вообще достаточно для передачи. Можно я пойду домой, потому что, глядя на эту стену, я даже не представляю, как это будет выглядеть. Но, кто знает, может быть, все получится прекрасно. Очень хорошо разогрелись. Приступаем непосредственно к восхождению. Испытано на себе. Для дальнейшего восхождения нам нужно одеть страховочную систему. Ноги сюда. Одну из них, вторую ногу сюда. Так. Евгений у нас уже сталкивался с этим совсем. Все, поднимаем наверх на талию. Так. Такой вопрос. Для вхождения в спорт, в скалолазание, в альпинизм, насколько это затратно материально по снаряжению, по какому-то оборудованию? То есть, например, ведь многие виды спорта требуют серьезных вложений в плане именно вот инвентаря. Что необходимо, какой рабочий минимум для человека, который решил заняться скалолазанием? Для скалолазания нам, в принципе, ничего не надо. Если вы приходите в зал оборудованный уже, то есть страховочную систему вам выдадут. Как правило, все есть. Да. Скальные тапочки, специальная обувь со временем, то есть вы тоже можете арендовать, либо сразу.
Вот. И, соответственно, дальше вам ничего. Со временем вы купите себе обвязочку, то есть она стоит там самая дешевая от 3500 доходит, Ну, она, уже конечно, под до себя, 15. чтобы была своя, Да, которая то есть, по размеру. Первые скальные тапочки вам обойдутся где-то в 10 тысяч рублей, ну и потом там пару карабинов, грубо говоря, это тот в 1020 можно уложиться. Уже для того, чтобы ты со своим инвентарем пришел и Да, начал если лазать. мы говорим о выездах на скаут, там придется еще немножко добавить, там понадобится веревочка, оттяжечки, это со временем, ну и обязательно каска. То есть, Ну да, безопасность превыше всего, потому что как и в любом здесь на скалодроме у экстремальном нас спорте. камни не падают, они прикручены уже плотно. Вот, наверху никого нету, и получается мы в безопасности. Сорваться таким образом на скалодроме, чтобы прилететь головой ровно в зацеп, тоже невозможно. Вас оттаскивают от скалодрома всегда. Так. Вот. А на скалах это Там природа, как там повезет. ничего, да, то есть не дай бог Раньше. человек сверху прошел, не дай бог что-то подтаяло, каменщик прилетел, мы на этом закончили. Олег, Поэтому- сразу по теме безопасности запрещенный вопрос. Были ли какие-то травмы, несчастные случаи, может быть, в твоей практике не на этом скалодроме, а на каком-то другом, вот что-то серьезное происходило или нет? Я знаю, что эта тема неприятная, но тем не менее, мало ли. Слава богу, в наших тренировках, в нашем повседневном, то есть быту скалолазания, ничего сверхъестественного не происходило. Что у нас не было- Безопасности, о Да. том, что не было никаких травм, У нас- а то, что было все здорово и все замечательно. Слышали? Слышали? Yes, 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 yes. У нас были небольшие травмы в виде растяжений там, и так далее, особенно когда мы вот занимались во второй школе, который скалодром был, да, с непрофессиональными, так скажем, матами. У нас обычные маты были. Они лежали крест-накрест, и так получалось, что некоторые ребята прыгали, попадали в шов чуть-чуть Смещались. и подворачивали ножку. Но Это было... скорее исключение. Да, но как бы это нормальная травма, подвернуть ножку можно и здесь. Мы потом пришли к тому моменту, что лазать-то хорошо, но нужно чуть-чуть заниматься другим. Это было в начале, мы начали чуть-чуть, вот как мы сейчас сделали, вот упражнение, подкачивать голеностоп, да. для того, чтобы человек приземлялся, и если даже что-то произошло не так, У он него не держал. происходило ни вывиха, ни Да, подворота. то есть потому что у нас вообще в жизни голеностоп у многих слабый, Ну так да. скажем. Мы все, что делаем, мы ходим, а в этом условии у нас работает голеностоп всегда. Даже у бегунов, у многих есть эта проблема, то есть они прямо работают, в сторону нет. Ну, это скорее Поэтому- специфика организма такая, то есть здесь нету риска, что Вот. обязательно что-то Да, и случится. поэтому, когда мы начали подходить более глобально, так сказать, систематически, все это прекратилось, и мы сейчас развиваемся. То в есть принципе, это говоря. абсолютно все безопасно, Да. можно совершенно Да. не беспокоиться о здоровье. Я считаю, что экстремальный вид спорта, скалолазание, остался. Это вот из тех времен, Да, когда да. лазали на белевой веревке, там 6-миллиметровой, лазали в галошах там, или чуть ли не босиком по скалам, когда это реально было страшно. Когда промежуточные точки делали из узлов на Того, что веревках, попадет тогда под это руку. было экстремально. На сегодняшний момент, особенно скалолазание в залах, это абсолютно безопасный вид спорта, в который можно приходить смело, отдавать детей, особенно те, которые пытаются вот у вас дома куда-то залезть. Залезть. Тут он будет лазать в свое удовольствие, но под присмотром тренера, инструктора, ему будет подсказывать, помогать, и он будет выплескивать все, что ему Прекрасно. нравится делать. Отлично. Испытано на себе. Продолжаем снаряжаться. Незаменимый помощник в любом восхождении – это, конечно же, карабин. Его Величество карабин. Что о нем можно сказать вкратце? Вкратце, очень хороший, полезный соединительный элемент, держит большие нагрузки. То есть сейчас карабины нынешние держат там 2500 килограмм на разрыв. 2500, То вау. есть это 2,5 тонны, как бы веревочка 10-миллиметровая держит чуть-чуть поменьше, поэтому у нас... Прекрасно, замечательно. Так. Сейчас. Вы знаете, вообще, на самом деле, здесь очень страшно даже просто стоять внизу, не говоря уже о том, что придется подниматься. Я надеюсь, что подниматься придется вот до уклона, до начала уклона, потому что я просто даже не вижу дальше этих зацепов, камешков. Но немножечко есть мандраж, первый раз все-таки, но я думаю, что все пройдет отлично. То есть у нас Так, следующий, то есть у нас для лазания сверхстраховки, которая у нас есть, используются карабины для пристегивания лезущего. То есть он пристегивается непосредственно вот да, сюда. Можно использовать два карабина, это добавляет Безопасности. некоторой надежности, чтобы карабин не вставал не в правильное положение. Просто Это если у нас в таком положении карабин держит 2,5, то в таком он держит 800 килограмм. То есть поэтому вероятность и Это так мы просто добавляет еще исключаем. морального спокойствия. Два карабина — это ведь надежнее, чем один в 2 раза. Это немаловажно. Помимо того, что вас застегнули, вы всегда разворачиваетесь лицом к страхующему перед началом лаза и спрашиваете об одном: страховка готова?
только после утвердительного ответа страхующего можно начинать свое лазание, чтобы страхующий не отвлекся и в этот момент не произошло ничего. Это требование ко всем, кто начинает лазить, Да. независимо. Ну, то есть это стандарт профессии. Даже не тем, кто начинает, вообще кто начинает, лазает. вообще то есть. это так принято, это так должно быть в целях то есть, безопасности. если мы работаем в паре, то есть разворачиваемся друг к другу лицом, проверяем. То есть спортсмены проверяют друг на друга Да, еще да. одевание обвязки, то есть визуальный контроль, вщелкивание и так далее. И после того, как они друг другу доверились, они лезут. Прекрасно. Что ж, Олег, страховка готова? Готово. Это специальное страховочное устройство, называется ГИГРИ, но вщелкивается в страхующего. Страхующий тоже должен быть достаточно опытным, чтобы иметь возможность это делать. То есть преимущество данного устройства, оно разрешено на всех скалодромах. Если оно в одну сторону идет, то во вторую при нагрузке оно блокируется и не дает товарищу, который сорвался, далеко пролетать, если даже что-то пропустил наш страхующий. Но такого допускать нельзя. Страхующий всегда должен ждать и быть готов. У меня такой вопрос о разнице веса между страхующим и страхуемым. Не может ли случиться так, что на страховке стоит человек весом в... Какой у тебя вес? 65. 65 килограмм, а лезет на стену человек, ну, скажем так, с 80-килограммовым весом. Не будет ли вот это вот влиять? Вообще разница в весе до 30%, она не должна быть заметна для страхующего именно с верхней страховкой. С нижней там другие параметры. У нас дело в том, что наверху стоят два карабина, которые занимают 40% твоего веса на трене. То есть на меня Берут на приходится себя, получается, уже нагрузку, да, меньше. Если вдруг даже произойдет такое, что лезущий дернет страхующего, не значит, что лезущий Это падает будет на пол, а какое-то страхующий улетает. То есть смещение, они как весы максимум долетают до одного уровня, все, дальше страхующий сам себя спускает лезущего, все, уже без проблем. Отлично, все, я спокоен. Итак, я услышал ответ, страховка готова, начинаем восхождение. Мне сказали, что зеленые камешки это самые простые, самые интересные. Ух ты, здесь даже есть они в виде рукояти, что само по себе достаточно удобно. Так, 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 так. Угу, здесь висят карабины, но надеюсь, они нам не понадобятся. Так, я видел уроки скалолазания, посмотрел. Говорят, нужно максимально близко прижиматься к стене животом, потому что центр тяжести, центр массы должен быть ближе. Ого. Аккуратненько ножки прям вовнутрь полочек ставь. Давай, попадай туда. Ага. Оп. Тут какая-то веревка. Думаю, что она мне немножко поможет. Так, а дальше? Все, подшагивай ногами. У тебя справа есть, да? Вот это? Да. Ну и левую под тебя прям ножку смело. Вот, вставай. Так. Все время шагаешь ногами. Ну, вообще, я бы тут уже остановился. Да там осталось 2 метра. Опа! Опа! Срыв! Да, здесь уже тяжеловато. Сейчас мы чуть-чуть ножки разомнем. Ручкам дадим отдохнуть. Так. Ого! Все, смело правую ножку наверх. Под тебя можешь прям. Вот эту? Да, правую наверх нужно. И левой рукой там удобный большой карман. Вижу. Так. Смело. Ах! Не хватило длины, но мы сейчас повторим. Так. Ах! Ну вот. Вот Старайся, вам когда и... встаешь, вот именно прижаться к стенду, а не от него убегать. Ага, понял. То чувство, когда ел мало каши. Вообще здесь, наверное, тоже работает схема не смотреть вниз. Сейчас, возможно, у меня упадет
GoPro-шка. Ну что ж, пробуем еще. Ах! Не поддается. Не поддается почему? Скорее всего, нарушена какая-то техника. А может быть, просто Давай. устали. Отлично. Руки, ноги. Так, ну здесь прям... 2 руки туда, теперь ногами подшагиваем. Следующее твое, это надо руки на треугольник положить. Они говорят, чтобы я положил руки на треугольник. Мне кажется, это просто невозможно. Нет, это нереально, ребят, вы бросьте. Давай, 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 вот. Ты говоришь, нереально. Левую ножку тоже. Наверх. Ноги вставь. Так, один момент, мы поправим камеру. Потому что я чувствую, что она сползает. Так, остаемся на этой же позиции. Оп. Ага. Давай. Он неудобный. Он неудобный, да. Опа, он действительно неудобный. Смотри, Женя, если у тебя сейчас руки плохо держат, лучше спуститься, Да, немножко отдохнуть и потом, ну не немножко, Да. в смысле, потом попробовать. Потому что если ты сейчас полностью свои руки забьешь, надо сказать, что спускаться приятнее. Надо сказать, что спускаться гораздо приятнее и безопаснее. Уху! Всем привет! все, Я на земле. Молодец. Ух, это было непросто, это было супер легко. Шучу, это было очень, на самом деле, сложно, необычно. Не знаю, можно ли передать на камеру внутренние судороги мышц, внутреннее трясение, но это было превосходно. Так, да ладно. То есть я был там, где вот этот треугольник, где вон тот треугольник зеленый, друзья, видите? А значит, это было неплохо для первого раза. Да, в целом хорошо, потому что человек, мы привыкли ходить по земле в горизонтальном, тут нас загоняют на вертикаль, мозг начинает сопротивляться, нам сложно вообще двигаться. И мышцы начинают сопротивляться, что Да, самое то есть, интересное. если вкратце, почему так происходит? Человек, когда приходит на скалодром, то есть он берет зацепку любую, начинает, то есть ему, чтобы назад не Он откладывать, пытается ее тянуть. он ее, во-первых, сжимает, во-вторых, Сжимает. очень сильно тянет к себе. назад, то есть. да. И тем самым у нас здесь большое напряжение, плечи, все. Но есть минус. То есть, когда у нас плечи начинают твердеть, они держат хорошо, мы не можем и ноги включить, потому что плечи не дают врубаться. Да. И второй момент, рука быстро устает как раз. То есть. Да, И вот да, это вот рука момент, устает который быстро. нужно со временем будет от него уходить. Нормально в скалолазании вообще, то есть мы должны, давай подойдем, то есть брать зацепочку, вот рука в нее легла, образовав вот этот кармашек, и дальше нужно не пытаться сжать как можно сильнее, а именно этот Просто достаточно на ней... не дать пальцам Да, разгибаться. И тогда и не напрягать плечо. А если мы стали далеко, и нам нужно быть ближе к скалодрому, не пытаться зацепку к себе подтянуть, а самим к Туловище, зацепке. да. То есть, и вот эти вот факторы, они со временем приходят и начинают хорошо работать. То есть, поэтому, когда мы смотрим, когда лезет скалолаз опытный уже, то Сразу есть, у видно, него- как он ведет себя, как Да, он и поэтому многие проходит приходят маршрут. такие: о, легкий вид спорта, я начну заниматься. На стену лезут, а что не так-то? И человек вот на таком расстоянии от стены просто лезет, наверное. Ну, разные то есть, во-первых, опять же, неготовность рук, там много факторов, которые на это влияют. И поэтому, когда люди такие: о, а почему у меня не получилось? Все же легко выглядело. Казалось бы, да. Это опять же совокупность того, что многие хотят заняться, как бы, я хочу, чтобы так же легко было, все хорошо. Плюс, как ты сейчас, наверное, испытал, приятно после офиса, когда у тебя нагруженный рабочий день, эмоционально отдохнуть. Безусловно, Потому что безусловно. эмоции, я думаю, наверху. Зашкаливают просто. Здесь главное не смотреть вниз, это раз.
Во-вторых, действительно, многие моменты, как сказал Олег, приходят с практикой. То есть после первого, второго подъема, может быть, вы их и не поймете, как это выполняется, но регулярно посещая тренировки, можно добиться того, что вы начнете чувствовать свое тело, чувствовать свои руки, понимать ориентацию в пространстве даже, да, в какой-то мере, потому что может сместить, может закрутить, и начнете получать от этого сплошное удовольствие. Я пока нет. Ага. Так. Когда человек поднимается первый раз, ему все ново, то есть обвязка, веревка, он поднимается наверх. Да, да. Обычно второй, третий раз идет чуть-чуть полегче, потому что вы понимаете, что произойдет, если вы отпуститесь. То есть веревка вас поймает, все хорошо, учитесь доверять снаряжению. И эмоционально также, но психологически отпускает очень сильно. Ты уже и готов к тому, что произойдет. Ты точнее, просто не понимаешь, произойдет, что не если ты произойдет сорвешь. ничего, Да, то есть, да. да, и мозг к этому Согласен. привыкает. Вот. Вообще, есть тоже такой момент у многих, многие так высоко не лезут вообще, и, соответственно, вот на начальном этапе нельзя их туда загонять, потому что вот этот психологический барьер у них не должен То остаться. есть человек может сломаться и даже просто никогда больше не смотреть, бояться зайти в здание скалодрома, потому что это Когда всё в второй голове. раз он начнет лезть, и получается, он подходит к стене, у него есть этот уже барьер, о том, что сейчас его будут заставлять пересиливать самого себя. И лезть выше, чем он, например, Да. морально готов подняться. Поэтому на начальном этапе нужно всегда У меня всем еще дрожать руки. давать возможность лазать докуда им нравится, хотят, потому Ну, что... физически, насколько он может, и психологически самое главное. Да. Пользуясь случаем, такой вопрос, Олег, а какое соотношение женщин, мужчин, девушек, парней вот в этом именно в этом спорте, в этой дисциплине, насколько много девушек вот таким силовым экстремальным видом спорта увлекаются? Да, в принципе, девочек много, то есть я скажу, что у нас примерно одинаковое количество. Вот вообще и в России, и у нас. Притом есть девушки, которые офисные работники, которые просто приходят для того, чтобы действительно повеселиться, скажем, с которыми выпустить этот вот пар эмоций, которые у них накапливаются. Потому что не все девушки могут, допустим, пойти в фитнес. Опять же, фитнес-залы не такие интересные. У нас есть большой плюс. Активности много, мышц много напрягается. Но если мы приходим в фитнес-зале, у тебя одни и те же тренажеры, железки, упражнения однотипные, то здесь разнообразие трасс. То есть у нас только здесь висит более 20 трасс разной сложности. Опять же, трассы периодически меняются. То есть у нас все зацепки могут перемещаться с одного места на другое место. Опять же, вот трасса висит сейчас зеленая, да? Ее можно быстренько перестроить, Да. перекинуть. Можно и просто две зацепки совсем развернуть. другая И будет будет трасса, абсолютно получается. другое отношение. Поэтому это разнообразно, Да, эмоционально, согласен. прикольно. Но я не скажу, что это легче, чем какой-то фитнес, либо тренажерка. Охотно подтверждаю, тем не менее, девчонки, хотите попробовать себя, проверить свои силы, выйти из зоны комфорта, добро пожаловать. Как мы знаем, скоро скалодром откроет свои двери для всех желающих, и я думаю, что такие ощущения нужно обязательно испытать хотя бы раз в жизни. Испытано на себе. Друзья, обратите внимание вот на этого дракончика, как они его здесь называют. Это подъемник для быстрого доступа специалистов к скалодрому, к вершине скалодрома. Ведь если там что-то случилось, нужно разметить трассу, перевесить зацепы, разместить камеры и так далее. Не будет человек каждый раз механизированный подъемник, который мы сейчас приведем в действие для того, чтобы закрепить камеру на верхушке. Смотрите, все основные требования безопасности соблюдены. У него есть маячки. Он электрический, насколько я полагаю, и сейчас мы увидим его в действии. Вообще подобные подъемники есть почти на всех скалодромах, потому что обслуживать такой скалодром без подъемника это долго, Ну, это да, это по это времени. сложно и в общем-то, потому что нужно брать две веревки, лезть туда наверх без ничего, зависать. Когда мы начинаем постановку трасс, это значит, что нужно лезть туда не просто самому, а еще поднимать туда зацепы, Оборудование рельефы. какое-то, да. Да, то есть здесь как бы есть большая люлька, куда ты все положил, все работает, и тем самым облегчает вообще весь процесс наладки скалодрома. Супер. Да, обратите внимание, какой масштаб этого скалодрома. Здесь даже есть свой собственный подъемник для того, чтобы размечать трассу. Мне кажется, конкретно Олег и его коллеги освоили еще одну должность. Это
водитель-погрузчика, потому что здесь тоже требуются требуются определенные знания, сноровка, навык. И вообще в целом тренера по скалолазанию — это настолько разнообразно продвинутые люди, настолько многогранные, что просто диву даешься, как хватает столько сил, энергии, времени, чтобы всем этим заниматься. Сейчас мы видим, как Олег готовится к высотным работам, используя так называемый подъемник, дракончик, как они его называют. Для того, чтобы каждый раз не подниматься, это очень большая высота, занимает много времени. Здесь на помощь приходят какие-то механические средства передвижения, средства подъема. Смотрите, вот, например, надеюсь, что это максимально, что может случиться с вами, и то из-за неправильного поведения на стене. Был небольшой срыв, немножечко шоркнулся, но это боевые травмы, шрамы украшают корреспондентов. Якутия-24 испытано на себе. Мы должны все испытать, в том числе и срывы со стены. Но было страшно, было очень страшно. Ну, 15, я был на 15 метрах. Это ж мало. Все, что в нем немного мне доставляет это вот управление с люльки. И когда едешь, да, не всегда видно все в этом. Нет, в смысле, там сзади. Да. Вот многие говорят, что со стороны это выглядит легко и не так страшно, как на самом деле. Мне кажется, со стороны это выглядит гораздо сложнее, страшнее, потому что когда ты находишься уже на дистанции, на трассе, на стене, у тебя отключается восприятие каких-то внешних факторов, ты сосредоточен просто на зацепах, на подъеме. Нет времени просто смотреть вниз, хотя и рекомендуют не смотреть вниз. Я скажу вам так, просто у вас нет времени, ни сил, ни желания, ни рефлексов смотреть вниз. Вы просто лезете и лезете. Вот даже стоя здесь на люльке подъемника, гораздо страшнее отсюда воспринимается низ, чем вот на этой же высоте, когда ты лезешь по стене. Да, сейчас нет страховки, но тем не менее высота просто фантастическая. В такой высоте ребята монтируют карабины для страховочных веревок. Посмотрите, вся стена увешана вкрученными в стену крюками. Перенастроить трассу, переместить камешки, крутилки. С 2016 года я начал работать уже во второй школе с детьми. То, что у меня не было прям тренера по скалолазанию, я многое делал самостоятельно, приходил к каким-то вещам, то во второй школе стало чуть сложнее, потому как лазать я мог достаточно в тот момент правильно, а объяснить и рассказать было чуть сложнее. Да, есть специфика обучения. И тут началось то, что если бы меня учили, было бы попроще. Меня не обучали, и рассказывать стало сложнее. Соответственно, дальше я с детьми учился разговаривать, объяснять, рассказывать какие-то вот такие моменты. Заодно я освоил специальность преподавателя, можно сказать. Да, но я поступил, по скалолазанию. отучился, и сейчас мы вот можем... Я могу грамотно, то есть, находясь здесь, объяснить человеку, что надо делать там, а не показать. Это очень серьезно, потому что, да, когда ты доносишь до человека так мысль свою, чтобы он понял, это совсем иное, нежели просто показал, и человек домысливает что-то, как это все делается. А сложнее работать с детьми или со взрослыми вот на стадии обучения? У всех есть свои моменты, где-то с детьми проще, где-то сложнее. То есть у детей есть такой момент, и у них авторитетность работает. То есть если ты доказал детям, что ты авторитет, да, они ты тебя старше, воспринимают, опытнее, то это будет работать с детьми проще. Но тоже до какого-то уровня. В какой-то момент они могут сказать, что ой, а я могу вот так вот. И доказать им, что нужно пробовать новое, это очень сложно. Это придется постараться. Да, потому что если ребенок привык лазать однотипно, ему нужно новые движения вводить потихоньку, он сопротивляется. Это как вот, если он что-то не пробовал из еды, то есть, то он тебе никогда не скажет, какого оно вкуса. Вот здесь то же самое. А со взрослыми бывает все проще. Некоторым просто сложно, а некоторые, опять же, у взрослых психология такая, что мы отталкиваемся от того, что мы уже имеем за бортом. Да, умеем, какие есть навыки. Взрослым проще дать попробовать, он ошибается, он понимает, что он ошибся. И вот
над ошибкой многие проще работают. А когда ты ему начинаешь изначально пытаться довести, что он должен сделать, Да, а он да. видит это по-другому, Да. сложно. То есть у него он с тобой начинает бороться, чья правда. Пока а так, сам на своем опыте, на своих ошибках да, не а так ты поймет, ему говоришь, что пробуем, это, да. он ошибается, ты говоришь, вот здесь все не получилось, потому-то, тому-то, тому-то. Он пробует новое, ага, получилось. И таким образом И он со понимает. временем начинает, да, полностью отдаваться и хорошо испытать. Ну, и у детей, вот у меня был ребенок, он пришел из другого вида спорта, из спортивной гимнастики, и буквально за 2 недели он начал на скалодроме двигаться, как будто он там уже года 1,5 занимается. Попал в свою стихию. Да, ему объяснил все, то есть показал, рассказал там все. И он прям начал вот эти вот все перетекания, то есть он вокруг зацепок, то есть ты такой, Здорово. Как это возможно ну, вообще? побольше бы таких детей на самом деле. Ребята, гимнастика способствует хорошему скалолазанию. То есть отдавайте мальчиков, девочек на художественную гимнастику, спортивную гимнастику, и тогда горы скалодрома для них станут совершенно несерьезным препятствием. Что ж, друзья, сейчас пришло время самой интересной рубрики показательных выступлений нашего мастера, нашего инструктора Олега Сайфуллина. Здесь уклон стены порядка 5 градусов. Устройство страховки здесь называется автостраховка, то есть в случае срыва не человек страхует залезаемого, а именно автоматика. Что ж, Олег, тебе слово. Сейчас мы на примере данной трассы с множеством зацепок, они легкие, конечно, но мы можем дальше сравнить будем движение Евгения, который только попробовал, и движения мои в целом по лазанию. Как же Евгений сказал, страховка меня выбьет и плавненько спустит. Моим основным инструментом для того, чтобы залазить, будут ноги. Выпрямляясь на ногах, делаю большие перехваты. Можно свободно, уверенно подниматься. Подшагнули, выпрямились. Подшагнулись, Обратите внимание на плавность движений, Таким образом, не насколько затрачивая всё силу в руках, мягко, гибко делая происходит, всё очень насколько эффективно. уверенно человек идет. Я начинаю подозревать, что мне подсунули там более сложную трассу, ведь здесь камешки движение. расположены гораздо чаще, и они более удобны для зацепа. Я Мы понял, оказываемся. это такая вот фишка инструкторов для новичков. Дают сложную трассу, а сами вот так вот прекрасно спускаются, как на аттракционе. Мы видим в действии работу механизма автостраховки. Со стороны может показаться, что это весело, да. Весело, здорово, но видели сами, это шедеврально. Нет ничего невозможного. После упорных тренировок можно достичь такого результата. Как говорится, только зависть. Пробуешь? Давай здесь на время. Это у нас специальный порошочек. К сожалению, данную трассу без него выбежать сложно. Я сейчас побегу эталонную скорость. Эта трасса имеет стандарты во всем мире одинаковые, высотой 15 метров. Зацепки расположены везде одинаково. И вот на сегодняшний момент на 15-метровой стеночке рекорд мира 4 секунды 75 сотых. К сожалению, я за такое время не бегаю, но тоже попробую максимум. Так, здесь загорится кнопочка, она поменяет цвет. Ты просто один раз нажмешь, и все, больше ничего не Все делаешь. понял, ага. Просто пик, То есть кликнул она, и все. Да, она 3 раза пикнет, потом запустится Вот таймер. такое испытано на себе мне нравится. Тебе дали какую-то штучку, пульт в руки, ты нажал, все, прекрасно. Давайте сейчас я расскажу, как это все работает. Евгений нажимает кнопочку, у меня начинается называемый обратный отсчет. 3 звуковых сигнала, после этого запускается таймер. Неважно, что я дальше делаю, таймер уже запущен, останавливается он только верхней кнопочкой. Итак, я готов, я полон сил, уверенности, я сконцентрирован. Итак, мы видим, ну, вообще, вау, тут излишние слова и комментарии. Я вижу, время подходит к 10 секундам. Я не буду это испытывать на себе, друзья. Я не думаю, что кто-то здесь может испытать это на себе. 10 секунд с копейками. И вы сами все видели. Просто нет слов. Это вау. Испытано на себе. Ну что ж, сегодня я испытал совершенно новые эмоции, совершенно необычные ощущения. Благодарю большое за помощь в съемках сюжета, за твою
надежную страховку, верную руку за подробный инструктаж. Я думаю, что с таким тренером, с таким инструктором будет заниматься одно удовольствие. С нетерпением ждем открытия скалодрома для всех желающих. И тебе остается пожелать только творческих успехов. Спасибо, Олег. Спасибо вам, что пришли. Сегодня мне посчастливилось испытать на себе все прелести, плюсы, минусы, особенности такого замечательного, зрелищного, экстремального вида спорта, как скалолазание. Я думаю, что каждый должен хотя бы раз в жизни попробовать залезть на столь сложную стену, пообщаться с инструкторами, чтобы вам все показали, рассказали. Хочу заметить, что безопасность в таких видах спорта – это приоритет. И все, что мы делали сегодня, все, что мы будем делать в дальнейшем, все, что будут делать ваши дети или вы на скалодроме, будет под надежной охраной опытных инструкторов, опытных тренеров. И сегодня мне повезло испытать на себе все прелести, преимущества, красоту этого зрелищного, в чем-то экстремального вида спорта, как скалолазание, альпинизм. В данном случае мы были в закрытом скалодроме, но поверьте, эмоций хватило надолго. Советую всем попробовать, обязательно проверьте себя, выйдите из зоны комфорта, доверьтесь опытному тренеру, опытному инструктору, чтобы все прошло как надо. Якутия 24, испытано на себе, вливайтесь.